Их імёны увекавечаны ў назве вуліц, паркаў, сквераў. Миколай Федорович Конікаў, савецкі военачальнік, генерал-майор танковых войскаў, удзельнік вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. У 1944-м загінуў у аўтакатастрофе і быў пахаваны ў Брэсцкім скверы, чыё імя сёння і носіць. Это герой, который имел ключевое значение для истории нашего не только города, но и нашей страны. Таких героев у нас хватает, но немногие знают их историю, их подвиги и вообще, что они совершили и какой вклад внесли в победу. Я считаю, что молодежь и жители нашей страны должны углубляться в историю таких людей и знать, чем мы можем гордиться. Сегодня ушановать память героя пришли молодые с памятью у сердцах. Почему акция называется «Память сердца»? Чтобы это было не вбивать молодежи в голову, так сказать, информацию, а чтобы они прочувствовали это сердцем. И когда они увидят либо живого ветерана, либо памятное место, где, кому установлен памятник, то есть или в честь чего-либо, какого-то события, либо это воинское захоронение, я думаю, в любом случае молодежь проникается этим. Гісторыя з канкрэтных падзей і канкрэтных людзей. Пакуль сустрэчы з ветэранамі і тымі, хто пра вайну ведае не па чутках, самыя лепшыя урокі памяці для маладых. У нас даже в нашей областной ассоциации малолетних узников фашизма создана своя лекторская группа. И мы постоянно выходим в школы, на предприятия, выступаем, рассказываем о войне, рассказываем, что такое фашизм. Что они хотели сделать с нашим белорусом? Через эти фамилии, через эти даты, места мы проникаем на года раньше, когда это все происходило. И понимаем, это очень, да, каково это было. И гордимся, что у нас есть такие герои в нашей стране, которые достигли многих побед, и ими гордится наша страна и помнит. Мітынг «Рэквіем» у сквере Конікава – гэта толькі адзін з этапаў рэспубліканскага патрыятычнага праекта «Память сердца». На территории города Бреста находится 24 воинских захоронения, где покоятся более 40 тысяч останков военнослужащих и просто мирных жителей, погибших в период войны. Это немалая цифра для города Бреста, с учетом того, что в 4 захоронениях мы еще точно даже не знаем, какое количество там военнослужащих похоронено. Гаварыць аб вайне і яе героях не толькі ў значнай даты. Місія, якую удзельнікі праекта разам з памяццю перадаюць ад сэрца да сэрца.